Путин обыграл Байдена в Женеве, Байден не может повлиять на политику Путина, саммит достижения России и попытки изолировать Россию потерпели неудачу. Да, мы снова слушали российских пропагандистов и разбирались, где в этом правда, а где фейк, и готовы рассказать о том, как обрабатывают сознание своих зрителей кремлевские СМИ. Это программа «Фейкометр». Я Роман Спиридонов. Поехали. Женевский саммит президентов США и России накануне встречи лидеров этих стран стал самой обсуждаемой политической темой. Поводом для информационных манипуляций стало даже то, что эту встречу инициировал Белый дом. Российские пропагандисты с гордостью вещали о том, что США сдулись. Байден, назвавший Путина убийцей, пошел на попятную и сам позвонил Путину. В итоге Байден, что называется, моргнул. Образно говоря, не выдержал битву взглядов, принятую на взвешивание перед боем у профессиональных боксеров. Моргнув, Байден снимает трубку и звонит Путину. «Привет, Владимир, это Джо, который назвал тебя убийцей. Давай все же встретимся и поговорим, ведь у нас так много общих тем». А что же Путин? Путин весь в белом и на коне. Путин в сильной позиции. Обыграл Байдена, доказав ничтожность военных гарантий США Украине и в то же время сумев объяснить, что совместная повестка между нашими странами может быть очень серьезной. А теперь давайте посмотрим на факты без придворной поэтики пропагандистов. Вот как сам Байден объяснил необходимость такой встречи. Коли я говорив з президентом Путіним, я висловив своє переконання. Пряма комунікація між нами має пряме значення для того, щоб прийти до більш ефективних відносин. Він зі мною погодився. Я запропонував йому зустрітися особисто літом десь у Європі. А вот как эту инициативу Байдена объяснили в Белом доме. Президент Байден підтвердив свою мету вибудовування стабільних і передбачуваних відносин з Росією відповідно до інтересів США і запропонував зустріч саміту третій країні в майбутній місяці для обговорення повного спектру питань, з якими стикаються США і Росія. Значит ли это, что Байден моргнул, а Путин в сильной позиции? В США отреагировали и на такую трактовку. Ми не очікуємо, що після закінчення зустрічі справи підуть простіше простого. Насправді ми продовжуємо очікувати складної розмови, що у нас буде конфронтація в тих сферах, де у нас присутні розбіжності. Ми не розглядаємо зустріч з російським президентом як нагороду. Ми розглядаємо її як життєво важливу частину захисту американських інтересів. Давайте вспомним, что происходило накануне инициативы президента США. В сентябре прошлого года Путин, как бы невзначай, заявил, что у России есть современное оружие, аналогов которого никогда не было и нет ни у кого в мире. И вот сейчас впервые в нашей новейшей истории Россия обладает самыми современными видами оружия, которые кратно превосходят по силе, мощи, скорости, что очень важно, по точности, все существовавшие и существующие сегодня. Такого оружия нет ни у кого в мире. Во всяком случае, пока нет. В этом ряду система «Авангард» с маневрирующим гиперзвуковым блоком, двигающимся со скоростью в 27 раз превышающей скорость звука, меняющий направление по высоте и по горизонтали, занимает особое место. «Авангард» — это не просто новая система, это новый вид стратегического оружия. А уже весной Россия начинает стягивать войска к украинской границе. В России это назвали внеплановой проверкой войск. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. В течение 3 недель 2 армии и 3 соединения воздушно-десантных войск были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач. Войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы
в учениях. По данным нашего Министерства обороны, по состоянию на 30 марта вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находились 28 батальонных тактических групп противника. Это мотострелковые и танковые части, десантники из Южного, Западного и Центрального военных округов России. По оценкам разведки, общее сосредоточение российских военных могло достигать 40 тысяч человек. И это самое масштабное стягивание войск с 2014 года, когда была самая горячая фаза войны с Россией. Происходило все это на фоне эскалации ситуации на Восточном фронте. Несмотря на перемирие, на котором настаивали в офисе президента Украины, боевики стали чаще обстреливать наши позиции. В конце марта в Донецкой области погибли 4 наших солдата, а 6 апреля еще 2. Послы 30 стран-членов НАТО заявили, что обеспокоены широкомасштабной военной активностью России в Украине и вокруг нее, а также нарушением России прекращения огня, которое начало действовать в июле 2020 года. В Североатлантическом альянсе заявили следующее. Дестабілізуючі дії Росії підривають зусилля по деескалації напруженості в рамках угоди від 27 липня 2020 року. То есть это были нетипичные учения. Огромное наращивание российских войск на нашей границе происходило на фоне эскалации на Донбассе. Да и российские пропагандисты сами нагнетали обстановку, пытаясь переложить ответственность на Украину. Америка устами госсекретаря США Блинкена и шефа Пентагона Остина объявила о предоставлении военных гарантий Украине на случай агрессии России. Мол, можете наступать на Донбасс, Америка вам поможет. И в воздухе повисло слово «война». Да не просто война, а ощущение всемирной катастрофы. Дмитрий Киселев даже узнал, что у многих по спине пробежал холодок. А он сам так не хотел рассказывать о том, что это ему напомнило Карибский кризис, что рассказал о нем подробно. А у многих пробежал по спине холодок от неизбежности вызова. Не хочу сказать, что повторилась ситуация Карибского кризиса 1962 года, когда американские и советские ракеты нацелены были буквально в упор с Кубы и из Турции на Америку и СССР. Но настроение в последние недели возникло близкое. Можно ли в этой ситуации говорить, что Байден, предложивший Путину диалог, дал слабину? С точки зрения шпаны из питерской подворотни, которая считает, что в любой непонятной ситуации надо бить первым, то, конечно. Но с точки зрения людей цивилизованных и понимающих, к каким последствиям может привести такая конфронтация, то это скорее проявление зрелости. Эта встреча в первую очередь была нужна для того, чтобы та самая питерская шпана из подворотни понимала, что ее ждет, если она не перестанет действовать по беспределу. Об этом Байден и сказал Путину уже на встрече. Я вказав йому, що у нас є значні можливості в кіберпросторі, і він це знає. Він точно не знає, які вони, але вони значні. Якщо вони дійсно порушать ці основні норми, ми відповімо, і зокрема в кіберпросторі. І ще одне. Думаю, останнє, чого він хоче, це холодної війни. Лидер США на встрече в основном говорил о цивилизационных ценностях, демократии, свободе слова и о правах человека. Сказал, что хочет прогнозируемых отношений и не позволит посягать на союзников, среди которых и Украина. Я передав непорушну прихильність США до суверенітету і територіальної цілісності України. Ми також обговорювали мінські домовленості. Я висловив наш погляд на мінські домовленості, і він не заперечував мені. Але, звичайно, відмінності були. Но для российских пропагандистов важно не столько содержание переговоров, сколько подчеркнуть маскулинность и величие вождя. И вот он, главный результат. Россия и США с осознанием равной ответственности заговорили на языке равных. Это не Байден очертил для Путина границы, которые не даст перейти, такие как убийство Навального или кибератаки на жизненно важные инфраструктурные объекты. Это Путин помог Байдену изменить мировоззрение. Вы ничего такого на встрече не видели?
Ну вы же не Киселев, вы просто не умеете смотреть. Для Байдена это тоже победа. Победа во внутренней эволюции и победа в том, что риск превратить свою страну в радиоактивный пепел, оказывается, можно снизить, если договариваться об этом с Россией. А Путин поможет, как минимум окажет методическую помощь. Сразу в нескольких программах на государственных российских каналах как под копирку вышли сюжеты о том, что Путин выглядел выигрышнее Байдена. Вот сюжет о том, как президенты России и США приехали на виллу Лагранж, где прошла встреча. Президент России приехал на виллу Лагранж первым. Сразу вышел из машины, не заставляя хозяина встречи, президента Швейцарской конфедерации Ги Пармелена, плавиться на солнце. Спустя 10 минут показалась кавалькада американского президента. Такой длины, что когда броневик Байдена затормозил у крыльца, хвост ее даже не просматривался в глубине парка. Байден посидел в машине больше минуты, Пармелен ждал рядом. Потом, наконец, вышел и направился к дверям под крики американских журналистов: «Господин президент, вы доверяете Путину?» А вот об этом же рассказывает и Киселев. Прибыв к подъезду, у которого словно в почетном карауле застыл глава Швейцарской конфедерации, Байден выдержал многозначительную паузу продолжительностью в 1 минуту 10 секунд и лишь после этого вышел из своего зверя. А это уже программа «Москва, Кремль, Путин». Да, есть и такая. Глава гостеприимной страны, предоставивший свою площадку для саммита. И вот он стоит под прицелом десятков камер и просто не знает, куда себя деть, потому что Байден сидит в машине и читает свои документы. Он медленно прочитал то, что хотел, сложил листочки в карман, снял солнцезащитные очки, убрал их, потом взялся за ручку в автомобиле и, нисколько не торопясь, начал выходить из машины. Как говорится, найдите 3 отличия. Неужели совпадение? Совпадение, не думаю. Очень важным оказалось и сравнение президентских кортежей. Неискушенному зрителю найти отличия в кавалькаде черных лимузинов сложно. Киселев поможет. Российский лимузин «Аурус» смотрелся в кортеже достойно, но и без перебора. А встреча с Ги Пармеленом выглядела тепло и искренно. Самоутверждаться длиной автомобиля – это в американской культуре. Кавалькада лидера США смотрелась чрезмерно. Гротескно воспринималось и сообщение, что Байден везет в своем 9-тонном кадиллаке с 20-сантиметровой броней запас его крови, а еще пушки со слезоточивым газом. И, как обычно, вишенка на торте от главного придворного лизоблюда. О главной миссии Путина в Европе. Оказывается, ее сформулировал еще Федор Достоевский. Да, вам не послышалось. Смотрите внимательно, ведь загадочную русскую душу с первого раза не понять. Наш удел и есть всемирность. И не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Стать настоящим русским и будет именно значить стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно. Указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей. А вот, собственно, и перевод с русскомирного возвышенного на русскомирный обывательский. Америке таким образом было предложено вести себя в мире прилично, благородно и без высокомерия по отношению к остальному человечеству. И предложение было сделано мягко, но сильно. А сейчас с нами на связи Александр Кондратенко, политический аналитик, главный консультант Департамента аналитического сопровождения Офиса главы администрации президента Украины в 2014 и в 2016 году. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр, а следили ли вы за реакцией российских СМИ на встречу Байдена с Путиным в Женеве? И как вы можете оценить подачу, насколько она была объективной в эфире российских каналов? Ну, во-первых, разумеется, эту информацию невозможно было пропускать. Реакция, в принципе, соответствует. Единственное, что необходимо отметить, по каким критериям мы смотрим, насколько правдиво ее подают и насколько там достоверная информация. Скажем так,
искажение в любом случае информации есть в средствах массовой информации Российской Федерации. Вот самый, скажем так, такой небольшой маркер, который замечен, это то, что они скрывают определенные факты. Если брать, например, по встрече, разумеется, лидеры сверхдержав в своих изданиях и в разного рода экспертных мнениях придерживаются того, что каждый остался при своем. Но если смотреть на информационное пространство именно РФ, то там Владимира Путина пытаются представить как победителем на этой встрече. Но я повторюсь, что нельзя делать каких-то вот поспешных выводов, учитывая тот факт, что встреча закончилась буквально на медне. А для того, чтобы понять, как в дальнейшем будет развиваться ситуация и к чему, в принципе, договорились президенты России и США, необходим какой-то определенный период времени. Мало того, на сегодняшний день видно, как Россия максимально пытается усилиться в этой позиции, но они это делают исключительно, как мне кажется, на свой внутренний электорат, потому что манипуляция с аудиторией, она продолжается, и, в принципе, большинство СМИ, которые разгоняют историю о том, что Байден был слаб на этой встрече, трактовать можно абсолютно по-разному. Если же, например, говорить о том, что, ну, условно, там Путин, там, крепкий орешек, и он переиграл Байдена, то вот на сегодняшний день реально вот этот вот процесс, который следовал переговорам в Женеве, его можно считать дипломатическим успехом как с одной стороны, так и с другой. И вот победу или Кремля, или США, в принципе, на сейчас нельзя оценить, потому что необходима более глубокая аналитика и необходимо видеть по конкретным действиям, потому что политиков судят не потому, что они говорят, не стоит обращать внимание на коммюнике, пресс-конференции и тому подобное. Всегда реальная политика, она происходит за закрытой дверью, и результаты ее, каких-либо переговоров, видны по каким-то действиям в международной политике, в внутренней политике тех или иных стран. Поэтому повлиять на что-либо сейчас, например, говорят условно, Байден не может повлиять на политику Путина. Это есть неправда. То есть это точно так же какие-то фейковые новости. Если смотреть в целом, то саммит прошел довольно-таки успешно, я считаю, и по моему субъективному мнению, у Соединенных Штатов Америки они остались при своем. Владимир Путин остался при своем. Свидетельствует то, что даже пресс-конференции, которые были, они были порознь. То есть, если бы пресс-конференция шла вместе, они ее проводили, возможно бы в какой-то момент, когда Путин что-то озвучил, Байден мог бы ему возразить. И в обратную сторону точно так же. Поэтому история с саммитом лидеров России и Соединенных Штатов Америки, она будет иметь продолжение уже на каких-то других площадках, но не когда будут встречаться два этих лидера. Ну, кстати, если даже говорить о пресс-конференции, которая прошла порознь, российские СМИ это подавали как инициативу США, которые не хотят оказаться в проигрышной ситуации. Вспоминали пресс-конференцию с Трампом, когда тот был вынужден как-то пропускать какие-то выпады Путина. И можно ли действительно это оценивать как такую слабость, как это подают, слабость США, как это подают российские каналы? Ну, я бы, честно говоря, так это вообще в принципе не оценил. Потому что для того, чтобы оценивать какое-то событие международного характера, там достаточно много разного рода критериев есть, оценки этому. То, что подает, например, Россия касаемо Трампа, вспоминая там встречу Трампа с Путиным, так стоит посмотреть, какая реакция была у самого Трампа на эту встречу и что он заявлял. Поэтому я бы не делал вот скажем так, из этой встречи что-то такое, от чего можно отталкиваться прямо на сегодняшний день. Я хотел бы даже больше акцентировать внимание на том, что, скажем, в разрезе этой встречи больше всего разгонялось в средствах массовой информации. Это по поводу предоставления помощи военной США касаемо Украины.
Речь И вот идет, здесь вот тоже давайте вот здесь уточним, вот, речь кстати, идет о 100 миллионах долларов, которые США обещали Украине, но потом отложили их выделение. Ну вот здесь тоже очень интересно. У меня вчера была возможность более детально углубиться вот в эту тематику и посмотреть, во-первых, тот ресурс, на котором это вышла Политика, вот, и как эту новость преподносит Российская Федерация. Они это делают, во-первых, частично правдиво, частично нет. Ту информацию там, где идет речь о пресс-секретаре, которая заявляет, что ничего подобного нету, они эту новость, вот этот вот абзац с новости, они просто опускают, то есть его нет. Мало того, то, о чем заявляет Джен Псаки, они включают разного рода фейковых экспертов, которых, ну, там большинство из них я, в принципе, первый раз видел в информационном пространстве Российской Федерации, и которые высказывают свою субъективную точку мнения по этому поводу. И мало того, публикуют эту информацию еще до того, как сама пресс-секретарь Белого дома об этом заявила. То есть вот этих вот моментов достаточно много. Запускаются целые, скажем так, лидеры экспертного мнения, так вот, если так провести такую немножко параллель, они, в принципе, по конве какой-то определенной эту историю комментируют. Разумеется, с нашей стороны точно так же был провал. Ну, я имею в виду в коммуникации, в том, что реакция была сначала одна, потом вторая, и кто-то видит в этом зраду, кто-то в перемогу. Но если верить официальным источникам, то, как это было действительно запланировано, то действительно Соединенные Штаты Америки в какой-то степени зарезервировали эти 100 миллионов долларов в случае, если более активные действия будут со стороны Российской Федерации касаемо нашей страны и проблемы Юго-Востока, военного конфликта на юго-востоке страны. Ну да, там Вот. было заявление Джека Салливана о том, что эти 100 миллионов готовы были выделить Украине в тот момент, когда Россия стягивала свои войска к нашей границе. И ожидалась горячая фаза конфликта. США готовы были выделить эти 100 миллионов долларов, но потом, когда Россия войска начала отводить, напряжение снизилось, и эти деньги не были выделены. Ну вот такой был комментарий Салливана, и он сказал, что эти деньги есть, и в любой момент ими могут вот, оказать помощь Украине. на этом стоило бы остановиться, ну, по-хорошему, на этом информационном поводе. Но в России считают это немножко по-другому. Мало того, даже вот если брать топовые какие-то средства массовой информации, там РБК, ТАСС и тому подобное, некоторые из них даже вот ссылку на первоисточник Политика, они не ставят ссылку прямо на саму публикацию, они ставят на заглавную страницу, ну и как бы дальше уже человек просто не будет это искать на иностранном ресурсе информацию. И тезисно просто выхватывают из контекста определенные фразы, которые удобны Кремлю, которыми можно манипулировать этой информацией. Ну и из этого, собственно, лепят свои тезисы, которые должны усиливать позицию РФ касаемо той проблематики, которая есть на юго-востоке страны. То есть, если подытожить, то они искажают предоставленную информацию, они манипулируют аудиторией исключительно на внутреннего потребителя, на свой электорат в этом плане, потому что они всячески пытаются преподнести это, как у нас это провал за провалом очередной, а они как бы сверху нас. То есть вот эти вот фейковые фейк-ньюс, так называемые, они же, ну, мало того, что они получают с тем, как развиваются технологии, еще больше распространение в современных масс-медиа, они вот этот инструмент используют, и большинство средств РФ в СМИ, они фактически, ну, наверное, 80%, если не 90%, работают исключительно вот в таком ключе. То есть есть определенная стратегия, по которым пишутся те или иные новости. Проведя какой-то анализ, то можно, в принципе, в течение пары часов из десятка публикаций на разную тематику определить, по какой стратегии прописаны те или иные тезисы, кто озвучивает, откуда, ну, условно, растут ноги. Понятное дело, они немножко отказываются уже от фейков, там, где идет абсолютная ложь, но с такой вот подачей, где частично, сокрытие информации, вот эти вот истории они до сих пор используют. Плюс, я же говорю,
со временем манипуляции идут, ну, то есть заявления каких-то псевдоэкспертов, которые говорят одно, а дата публикации, там, условно, за 2 дня до того, как сказал человек, на политика вот, прописали вот эту информацию. Поэтому у нас в целом, если вот брать, и я не знаю, насколько сейчас в команде Зеленского есть определенный департамент, который занимается условно повесткой, которая есть в Российской Федерации, и внутренней политикой, и внешней. Если же такого аналитического отдела нету, то это упущение офиса президента, потому что, учитывая то, что мы находимся в состоянии войны с нашим соседом, такой отдел необходим, и все вот эти вот фейковые новости необходимо выявлять, дабы мы могли идти на опережение, и если же что-то подобное выходит, мы должны это освещать с своей точки зрения. Потому что то, как работают российские средства массовой информации, всем уже известно давным-давно, и противодействовать этому необходимо. Вот в европейских странах есть даже определенные ресурсы, которые занимаются. Кстати, в Российской Федерации телеканал «Дождь» и связанные с ним средства массовой информации, у них даже есть определенные передачи, которые вот действительно занимаются разоблачением фейковых новостей в Российской Федерации. За что им неоднократно прилетает, но в то же время довольно-таки интересно они разбирают по полочкам те или иные инфоповоды. Спасибо вам большое, Александр, что подключились к нашему разговору. Благодарю вас. А сейчас с нами на связи Александр Краев, эксперт Совета внешней политики «Украинская призма». Добрый вечер. Да, добрый день. Александр, вопрос к вам такой же, как и к первому спикеру. Следили ли вы за тем, как российские СМИ освещали двусторонний саммит Путина и Байдена в Женеве, и на какие фейки и на какую пропаганду вы обратили внимание? К несчастью, приходилось следить и за этой стороной. И действительно, все, скажем, фейк-нарративы российской прессы по этому поводу можно разделить на несколько категорий и в то же время на несколько этапов. На первом этапе, во время подготовки к самому саммиту, мы видели в основном нарративы про то, что американцы готовят создавать позиции в Европе. Скажем, Russia Today часто разгоняла информацию о том, что как будто бы американцы полностью согласились на Северный поток-2. Также русские очень любили отсылаться к неким источникам в Вашингтоне, которые как раз утверждали и про Северный поток, и про ситуацию в Украине. Что интересно, на этом этапе еще не было разговоров о кибербезопасности. Они появились позже. Когда российские СМИ освещали сам саммит, появляется как раз, как я сказал, нарратив кибербезопасности. Однако абсолютно пропадает нарратив по поводу Северного потока и пропадает нарратив о том, что американцам эта встреча нужна больше, чем русским, который, к несчастью, вновь появляется после самой встречи. То есть, подводя итог, по сути, русские использовали классическую для себя методику, когда вначале они поднимают градус важности встречи для другой стороны, потом они сходят на те же тематики, которые предлагают их коллеги, а в конце они опять повторяют начало своей дискуссии о том, что русские нехотя согласились на уступки Запада. Можно ли оценивать результаты саммита по таким моментам, на которые очень активно обращает внимание российская пресса, российское телевидение, о том, кто как выглядел, кто на каких лимузинах приехал, кто кому как пожал руку. И вот на этом строить свои теории о том, кто на этих переговорах стал победителем. Вот обращали ли вы внимание на то, как это подавалось? У нас в сфере это называется упрощение. То есть, когда сложно объяснить определенные политические моменты, когда сложно показать действительно геостратегию события для подачи зрителям, для подачи слушателям и читателям той или иной информации, ее подают через более понятные, более простые вещи. То есть через тон голоса, через какие-то упрощенные версии переговоров, через, как вы правильно сказали, кто как приехал, кто кому подал руку, кто как что сказал. То есть, с одной стороны, это тоже важные моменты встречи. Мы не будем отрицать, что, скажем, как лидеры сделали рассадку, как они вели сами переговоры, это тоже важно.
Но в случае с российскими медиа действительно нужно отметить, что они взяли это как центральный нарратив. Если мы говорим про анализ события, это очень ограниченный и это очень узкий подход к его анализу. Опять-таки, используется он русскими как раз для того, чтобы наибольшему количеству людей наименее простым способом донести свое видение ситуации. А вот тезисы, которые звучали постоянно с российских каналов, о том, что Путин крепкий орешек, он переиграл Байдена, Байден сдулся, Байден моргнул, как на взвешивании боксеров. Это вот цитаты из пропагандистских программ, пригласив Путина на саммит. Как вы оцениваете, можно ли вообще говорить, кто проиграл, кто выиграл, договариваясь о международных каких-то очень важных для всего мира вещах? Понимаете, можно было бы говорить о выигрыше или проигрыше, если бы у нас был какой-то план перед этой встречей. То есть, если бы стороны шли с одними и теми же вопросами, но с разными позициями к ним. В этом случае мы имели то, что называется полностью конфликтную среду переговоров, то есть стороны не договорились даже об общих темах перед самим саммитом. Потому сложно сказать, кто выиграл, кто проиграл, просто потому что оба президента целились на свой вариант победы. То есть Путин победил так или иначе. Почему? Потому что с его точки зрения, с точки зрения российских медиа, то, что Байден его пригласил, то, что с Путиным кто-то готов общаться, и то, что все еще активно деятельность, это уже победа и показатель. Почему? Потому что российская медиа долго утверждала в общественном сознании мысль о том, что если идут на переговоры, значит боятся. Это действительно часть политического, назовем это, восприятия россиян, что переговоры, особенно на которые русских приглашают, это показатель слабости другой стороны. Россияне в этом плане действительно понимают только силу. А для Байдена этот саммит, конечно, воспринимался иначе. Для него это был показатель того, что США представляет общую позицию Запада. США готовы общаться даже с наиболее сложными оппонентами. И то, что Соединенные Штаты готовы вновь стать лидером, как это называется, демократического прогрессивного мира. Именно они представляют этот мир в общении с автократами и диктаторами, такими как Путин. То есть оба президента вынесли с этой встречи свою определенную победу. Но в случае с Байденом у него была здоровая и конструктивная критика. И, конечно, он ее не избежал. В случае с Путиным он сам написал свою критику, условно говоря, и сам же на нее ответил. Теперь говорить, если говорить о нарративах и о темах, которые подавались российскими СМИ, вот вы уже один затронули, это «Северный поток». Вовсю там трубят о том, что США отказались от санкций, что поток северный будет достроен и что этот вопрос уже решен. Это факт или это фейк? Это манипуляция. Это то, что, опять-таки, мы называем выборочная подача информации. У нас есть серия фактов. Скажем, то, что Байден отменил часть санкций по Северному потоку, это факт. Но то, что эти санкции будут продолжаться, по его заявлению, то, что позиция Соединенных Штатов по Северному потоку не изменилась, это тоже факт. Однако российские СМИ его не подают. Они останавливаются на выборочной подаче фактов, и, соответственно, частичные факты производят частичное понимание ситуации. Но именно это и нужно российским СМИ. Поэтому в этом случае мы имеем дело с классической манипуляцией выборочной подачи фактов. Опять-таки, то же самое касается немецкой стороны вопроса. То есть россияне, когда говорят о Северном потоке, и сразу они переключаются на то, что это позиция Германии. Что это не Россия, скажем, такая плохая, а что это действительно Германия, поддерживая Россию, добивается как будто бы честных правил ведения бизнеса. Опять-таки, здесь та же самая выборочная подача фактов. То есть не упоминается о том, что Германия не давала права страховым компаниям работать с Северным потоком. Не упоминается о том, что частные банки Германии также не получили федерального разрешения работать с Северным потоком. Оставляет только факт того, что немцы пока что держат уровень сотрудничества на должном уровне, извините за это. И поправьте меня, если ошибаюсь, США отменили санкции против
европейских компаний, против немецких. И уже даже после саммита готовят очередной пакет, если еще он не вступил в силу, против Северного потока. Так и есть. Действительно, если смотреть на тяжесть этих санкций, американцы оставили в действии все, назовем их, второстепенные санкции. То есть против компаний-подрядчиков, против набора бенефициаров с российской стороны, против компаний, которые пытались сотрудничать с Северным потоком. Но при этом, как вы правильно сказали, отменили санкции против немецкой стороны вопроса и пока что не вводили санкции против основных бенефициаров. То есть против тех компаний, которые напрямую получат главную выгоду от Северного потока. Таким образом, американцы попали одним камнем в двух уток, как говорят в Америке. Они задобрили немцев, но оставили себе арсенал давления на них в крайнем случае. И у них все еще есть, скажем, основной козырь в общении с россиянами по поводу Северного потока. То есть санкции ключевых акторов. Таким образом, пока что американцы и подыграли своим союзникам, но и остались в позиции силы и все еще могут серьезно влиять на ситуацию. Благодарю вас за то, что подключились к нашему разговору. Спасибо вам. А с нами на связи политический эксперт Александр Антонюк. Добрый вечер. Доброго вечера. Александр, а следили ли вы за тем, как российские каналы подавали встречу Байдена с Путиным в Женеве? Ну, скажімо так, основні частини і основну лінію, яку озвучувала офіційна російська пропаганда, звісно, я за цим спостерігав, іноді, знаєте, посміхався іронічно на ті чи інші позиції. Справа в тому, що, в принципі, нічого нового і нічого, скажімо, такого неочікуваного насправді я не почув. Тобто плюс-мінус я усвідомлював в тому, що російська пропаганда використає певні тактичні моменти, те, що Путін зустрівся з Байденом, це вже для них була велика перемога. А інша сторона, вони чітко озвучували ті тези, власне, посилювали свій наратив за рахунок того, що президент Сполучених Штатів в своїй прес-конференції давав більш розмиті позиції, ніж це робили Сполучені Штати Америки. І для них умовно позиція навіть те, що десь були озвучені в мінський формат, і що Україна зобов'язана дотримуватись до мінського формату, дозволяє відповідно далі розганяти ту хвилю пропаганди, яку вони зараз і розганяють. Да, вот, кстати, давайте обратим подробное внимание на этот момент. Путин же сказал, что Минские соглашения надо выполнять, и США с этим согласились. Байден согласился с его словами. Байден же сказал несколько иначе о том, что он ему заявил о своей позиции по Минским соглашениям. У них есть, Путин промолчал, но у них есть разногласия. Россияне же это трактуют однозначно как о том, что Минские соглашения – это аксиома, которую нужно выполнять. Вот где здесь манипуляция? Ну, для початку дивіться, ми зараз повертаємося до мінських домовленостей. Для мене, в принципі, є цілком очевидно, оскільки сам момент, коли президент України Володимир Зеленський 9 грудня 2019 року в Паризькому саміті підписав комуніке, я прекрасно розумів, що ті позиції, які були десь озвучені, артикульовані на мінськими домовленостями, більше цього, де були озвучені певна така формула Штайнмайєра, те, що називалося, я розумів, що нам будуть викручувати відповідно на цих етапах руки. І, власне, Російська Федерація цим і користується. Сполучені Штати, розуміючи, що є нормандський формат, очевидно, однозначно теж чітко десь артикулюють, що Мінськ, можливо, і потрібно дотриматись, але давайте почнемо з того, про що говорить Мінськ. Про припинення вогню. Російська Федерація цих домовленостей не дотримується, починаючи як від першого Мінська з 2014 року по сьогодення. Так? В іншому форматі далі я розумію, що президент Сполучених Штатів точно не озвучував момент і не артикулював свою увагу про надання ОРДЛО тим квазіреспублікам, на яких наполягає Російська Федерація, особливого статусу. Ну, тому що з боку демократичних країн якось буде виглядати некоректно нав'язувати іншій суверенній країні відповідно свою волю стосовно
її устрою, її суверенного права тощо. В даному випадку, я думаю, що якраз на цих моментах є велика розбіжність, тому що Російська Федерація намагається, власне, артикулювати свою увагу саме на особливому статусі, таким чином досягнувши мети, тому що якщо їм вдасться цю історію прокрутити і надавити на Сполучені Штати, в чому я дуже глибоко сумніваюся, але по їхніх розрахунках надання особливого статусу двом квазіреспублікам автоматично мало би сформувати Україну з унітарної держави в конфедеративну, що по суті поставить потім під загрозу існування не тільки територіальної цілісності України, це вже окрема історія, але точно унеможливить продовження України курс на НАТО. Я думаю, Байден про це розуміє. А еще один из нарративов, который постоянно звучит в российских эфирах, о том, что Путин обыграл Байдена в Женеве. Это факт или это манипуляция? Дивіться, якщо ми будемо робити висновки виключно з публічної частини, того, що протокольної, то, що висвітлювали засоби масової інформації, ми, по суті, навряд чи зможемо дати якусь глибинну оцінку. А гра геополітична – це гра вдовго. І вона не вимірюється однією зустрічю. Тому що одна зустріч може бути провальна. Тобто дана зустріч, знову ж таки, була певна аналогія, коли зустрічався в тому ж самому особняку Рейган і, відповідно, Горбачов. Так? Історія того раунду показувала одну подію, а в кінцевому результаті Радянський Союз потім, по суті, припинив своє існування. Тому говорити точно, керуючись, що Путін обіграв Байдена, я б не став. В іншому випадку, дивіться, можуть на чомусь Російська Федерація і Сполучені Штати Америки зійтися, на які, на жаль, не на першому місці, і очевидно просто тому, що там немає чіткої відповіді ні з одної, ні з другої сторони. І, знаєте, я так скажу, Курчат по осені рахують. І навіть послаблення санкцій, чи там, скажімо, стосовно компаній, які зараз беруть участь в проєкті Nord Stream 2, це точно ще не дає підстави говорити про те, що Путін обіграв Байдена, тому що Сполучені Штати керуються також інтересами своїми і комунікації, співпрацю з іншими західними країнами. Тому я думаю, що російська пропаганда дещо поспішає. Стоит ли обращать внимание на такие, скажем так, сторонние факторы, как у нас в журналистике говорят, на отраженку, да, вот, и на основании этого делать выводы о том, как выглядели президенты, как они встречались, на каких кортежах они подъезжали, кто как крепко пожал руку, кто в каком помещении провел пресс-конференцию, и на этом эмоциональном фоне делать выводы. Это может ли это быть не манипулятивным, а, скажем так, политикой жестов, которая все выдает на самом деле, вот как об этом говорят на российских каналах? Давайте почнемо з одної такої аксіоми, що в політиці будь-яке інтерпретування публічної частини тої чи іншої події, а в основі все рівно закладається маніпуляція. І Російська Федерація маніпулювала, маніпулює і буде маніпулювати. Я переконаний, що оця розмитість таких от, скажімо, позицій американського президента Джо Байдена, вона, власне, і була зумовлена для того, щоб зараз не переходити ту якусь лінію, яка умовно з, скажімо, інтриги переведе теж в якусь маніпуляцію. Тобто, в даному випадку, мені здається, що це теж, ще раз наголошую, це є гра вдовго, і Російська Федерація, мені здається, що своїм наративом просто дещо поспішає. І ви знаєте, якщо зараз я би говорив би не тільки з позиції, як себе поводить Байден, я зараз би хотів би, наскільки ми, як Україна, як держава, наскільки президент України зараз скористається цим вікном можливості, у такого, скажімо, певного інформаційного вакууму, особливо відсутності конкретики з боку Сполучених Штатів Америки, і наскільки ми зможемо зараз переграти цю всю історію, в тому числі з Мінськом, і, по суті, нанести Російській Федерації по їхній пропаганді потужний і зворотній. А повірте мені, для цього є всі підстави і всі можливості. Ну, это, к слову, еще один нарратив российских СМИ о том, что Путин показал Байдену бесперспективность поддержки Украине, или наоборот, Украине продемонстрировал, что надеяться на США нет смысла.
Насправді я не думаю. Дивіться, давайте виходити з наступної позиції. Сполучені Штати Америки на євразійському континенті мають свої інтереси. І Путін може багато чого показувати і демонструвати. Тобто, в даному випадку. А кроки, які зараз заклала Російська Федерація, в тому числі заклавши пастки в Мінську, вже давним-давно прораховані. В тому числі і Білим домом, і аналітичними службами, які подають відповідні певні аналітику президенту України і тому президенту і України, і президентам Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що безперспективність тут, знаєте, це наратив Російської Федерації, оскільки вони постійно розповідають, що Україна це не держава, що в Україні немає державних інституцій тощо, але в даному випадку вони так постійно говорили про будь-які країни, в тому числі і про Грузію, а перед цим вони заявляли про балтійські країни, коли напередодні, коли вони все входили в НАТО. Тому, думаю, нічого нового, ще раз наголошую, в російській пропаганді особисто я не почув. Мені здається, що нам ще раз потрібно зосередитися на нашій відповіді, на підготовці до Кримської платформи. Це дуже буде важливо тоді. І повірте мені, старт цієї платформи, якщо вона буде започаткована грамотно і буде давати чіткі меседжі світу, навіть з підходами, як ми бачимо в цієї ситуації, то істерика з Кремля, я вам гарантую, вона буде надзвичайно великою, надзвичайно потужною, і коментування зустрічі Байдена і Путіна нам здадуться такими дитячими квіточками. Давайте мы сейчас поможем нашим зрителям, получая информацию об этой встрече, читая и смотря там, возможно, и российские тоже каналы, отделить зерна от плевел. Что на этой встрече факт, а что фейк? И какие основные фейки разгоняет кремлевская пропаганда, и как их выявить? Дивіться, ще раз говорю, Російська Федерація задає свій наратив. Перше, що є правда? Зустрілися два президенти. Що є фейком? Вони не вийшли на чітке розуміння мирного плану врегулювання російсько-української війни. Однозначно цього не вийшло. Припускаю, що певні моменти гарантії з боку Російської Федерації про те, що вони не будуть готувати зараз повномасштабну військові дії, очевидно, такі позиції, можливо, з боку Росії Байден міг почути, так? Тому що це якісь певні моменти, які стали, скажімо так, якісь, скажімо, м'яка форма подачі потім і звіту інформації Байдена, це ж саме зустріч. Тому що Байден в даному випадку, давайте говорити, він не був радикальним. Наступний крок. Питань в порядку денному на зустрічі було декілька. З них ключові це був Китай, з них ключові були інформаційна відповідна безпека, кібербезпека, плюс екологія і плюс, знову ж таки, повертаємося, ситуація на сході та півдні України. В даному випадку по Україні дійсно чіткого мирного врегулювання планів немає. Тут звірилися просто години. Путін розповів, що є Мінськ і його треба дотримуватися, а Байден чітко сказав, що дійсно Мінськ треба дотримуватися, але знову ж таки повертаємося до перших пунктів, де говориться про припинення війни. Питання проведення виборів ОРДЛО, я думаю, що тут точно не стоїть, оскільки це заперечує простий елементарний здоровий глузд з боку будь-якої демократичної країни, тому що як можна провести на території країні, якщо сама країна не контролює ці території і сам виборчий процес. Тут я думаю, що тут якраз і стоїть ця пастка, на якій Путін намагається грати. Поки що цей м'ячик є на полі України. І саме Україна може запропонувати вихід з цієї ситуації. Точно не Сполучені Штати Америки. І на моє переконання, якщо, наприклад, Володимир Зеленський запропонує хід наступний, що ми можемо виконати Мінськ, але дещо інші інтерпретації, ніж це пропонує Російська Федерація, і це Сполучені Штати Америки будуть готові підтримувати, а інших варіантів не буде. То ще раз говорю, то в даному випадку ми тактично-стратегічно цю гру можемо виграти. А я називаю наступний крок. Що ми повинні зробити? Що ми повинні підготувати до Кримської платформи? От є, наприклад, те, що ми називаємо ДНР, ЛНР, квазі-республіки. В нашому трактуванні ми повинні зараз в українському законодавстві провести умовно так звану децентралізацію. Це, назвемо це так, об'єднана територіальна громада Донецька, об'єднана територіальна Луганська.
це будуть трактуватися нами як дві об'єднані громади, а включити до складу, розширити Керченський район Автономної Республіки Крим. Таким чином, зробивши ці території автоматично анексованим, але заявивши, що ми Мінськ виконали, тепер ми готові застосовувати формулу Штайнмайєра, а формула Штайнмайєра трактує наступне: не тільки виведення, не тільки проведення виборів, а виведення іноземних військ. А це означає, що іноземні війська повинні бути виведені з Луганська, з Донецька, з Севастополя, з Сімферополя, Ялти, Алушти тощо. От якщо ми підійдемо таким кроком, то я думаю, що ця зустріч може дійсно мати історичну подію як започаткування нового етапу вирішення і створення прецедентів стосовно гарячих точок, яку розв'язала Російська Федерація. Результаты встречи Байдена и Путина можно оценивать по-разному. Как и по-разному оценивать, кто оказался победителем в этих переговорах. То ли Байден, который обозначил красные линии при личной встрече с Путиным, но не делал это в ультимативной форме, понимая, что загнанный в угол соперник непредсказуем и намного опаснее. То ли Путин, который после этой встречи вновь может стать рукопожатным в Европе. Но вот для того, чтобы сделать свой собственный вывод, нужны независимые СМИ, которые смогут представить разные точки зрения. И это не про Россию. Там есть генеральная линия вождя, и отклоняться от нее себе дороже. Чтобы не стать жертвой пропаганды, обращайте внимание на источник информации и не поленитесь найти подтверждение или опровержение этой информации, или смотрите нашу программу. Это был Фейкометр. Подписывайтесь на YouTube телеканал АТР и на наш Patreon. Спасибо, что были с нами.